Здесь каждый в буквальном смысле знает цену чистой воде. Она на вес золота. Люди покупают ее почти 20 лет. Литрами и тоннами. Каждая капля на счету. Ну, тонна воды 250-300 сомов. Вот у нас цистерна 7-тонная. Ну, пьем ее неделями или месяцами. Иногда вода желтеет, портится. Но мы стараемся не думать об этом. А как нам без воды еще жить? До ближайшего источника чистой воды 7 километров. Летом почти каждый день по этому маршруту курсируют водовозы. Кто для себя, а кто на продажу. Ну, те, у которых есть машины, бочками возят. А те, кто не может, такие как мы, ходят упрашивать, чтобы им воды привезли. Без запаса воды прожить в Алмалыке почти невозможно. В каждом дворе большие резервуары. В селе даже есть особая специальность – мастер по бочкам. Без работы Азизбек никогда не сидит. Ну, из-за воды металл ржавеет, вода протекает. Ну, приходится постоянно и латать вот эти дыры. Весной проблему воды жители считают неактуальной. Сейчас у них, по их же словам, сезон многоводья. Ну, в этом году снега было много. Вот тает все. И дожди постоянно. Вот до чашек и ложек выносим и наполняем стекающей водой. Нехитрые сооружения под крышей – целая система накопления воды. Если для людей все, что течет с крыши – это осадки, для них чистейший природный источник. Вот этой водой мы поем домашний скот, стираем, сами пьем. Ну да, пьем. А что тут такого? И детей купаем в этой воде. Как бы в подтверждение своих слов, Марапат Апа налила дождевую воду в чайник, вскипятила и позвала нас на чай. Ну, ощущения совсем другие. Она безвкусная какая-то. Поэтому внуки мои не пьют чай без сахара. Сноха Марапат Апа по профессии медик. Сначала она брезгала и отказывалась пить осадки и воду из ржавого резервуара. Но другой воды никто не предложил. Ой, где-то месяца 2 боролась с собой, постоянно желудок болел. Ну ничего, и к такому, оказывается, привыкаешь. Раньше вода была почти в каждом дворе, вспоминает старожил Сатыбалды. Поселок был на московском обеспечении. Здесь добывали уголь, строили клубы, административные здания. Вода текла день и ночь. Вот здесь был колодец. Все растащили. Союза не стало, а с ним и беззаботной жизни поселка пришел конец. Угледобывающее предприятие закрыли. Вышедшие из строя водяной насос ремонтировать не стали. Трубы растащили. О поселке, забытом Москвой, не стали вспоминать и местные власти. Не пойму, может, они слепые или глухие, но толку от них никакого. Зато как перед выборами бегают, наобещают всего и опять пропадают. Сейчас вот до суда наполнилась. Марапат Апа мечтает почистить резервуар изнутри, но задача почти невыполнимая. Слишком огромная бочка, к тому же это требует дополнительных расходов воды. Так что Апа радуется уже тому, что резервуар полный, а грязная вода или чистая не столь важно. Уж ее можно прокипятить.